Всем привет, с вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, а это значит, что время пришло поговорить о варганах. И в сегодняшнем видео я покажу вам очень простой и при этом очень эффектный прием игры на варгане, который сможет освоить даже новичок. Но для начала давайте послушаем музыку в качестве примера. Did you ever see the devil, Uncle Joe, Uncle Joe? Did you ever see the devil, Uncle Joe? Did you ever see the devil, Uncle Joe, Uncle Joe? Don't mind the weather, so the wind don't blow. Hop on, my ladies, 3 in a row. Hop on, my ladies, 3 in a row. Hop on, my ladies, 3 in a row. Don't mind the weather, so the wind don't blow. Вы прослушали выступление американских варганистов на фестивале варгана в Австрии. Кстати, если вы еще не слышали этот сборник, советую его послушать вместе со мной по ссылке в описании. Чем примечательно это выступление? Чем оно нравится лично мне? Здесь четко слышно, что исполнитель сначала поет, а потом повторяет эту мелодию на варгане. То есть сначала идет вокальная партия, а потом такой очень мощный забойный варганный наигрыш, где варганист сочетает исполнение мелодии на варгане, при помощи обертонов с таким характерным ритмичным дыханием. Такой прием, он характерен не только для варганной музыки США, он есть во многих традициях, но вот конкретно для музыки кантри он прям характерен, и исполнители кантри виртуозно им владеют, и поэтому мы будем называть его, собственно, так, как он называется в США. Это Hilly-Billy Breath, или дыхание хилли-билли. Я не буду углубляться в этимологию слова хилли-билли, скажу просто, что это непосредственно такие американские сельские пацаны, которые играют в том числе и на варганах, музыку кантри. Вообще варган стал очень популярен среди американских переселенцев времен гражданской войны и позже, и очень плотно так вписался именно в музыку кантри. И сегодня мы разберем вот эту технику. Для приема Hilly-Billy Breath можно использовать американский варган, если он у вас есть, но я возьму вот такой якутский хомус. Если у вас нет якутского хомуса, подойдет в принципе любой варган, даже алтайский, при условии, что он не слишком шумный и не выдает много грязи на дыхании, потому что дыхание здесь это одна из основных техник. В целом, весь этот прием Hilly-Billy Breath можно разбить на 3 составляющих. Первая составляющая — бой, и он здесь очень простой. Именно поэтому эта техника хорошо подходит и для новичков. То есть здесь мы используем ритмичные односторонние удары. Бить можно так, как вам нравится. Указательным пальцем, средним, можно даже якутский бой использовать. Затем мы используем то самое дыхание. И здесь, как вы можете заметить, используются вдохи и выдохи, которые разделяют такт на отдельные доли. То есть у нас бой задает сильную долю, а слабые доли в ритме, вот это па-па-па-па-пам, вся вот эта сложная ритмическая конструкция задается за счет дыхания. Без варгана это делается вот так. Я комбинирую четные и нечетные вдохи и выдохи.
Даже если я просто буду вот дышать таким образом, я уже создам некий ритмический вайб и уже смогу поддержать ритмическую вот часть наигрыша на каком-нибудь джеме, например, если я с кем-то импровизирую. Но чтобы превратить этот ритм в законченный наигрыш, мне понадобится мелодия. Я не носитель американской мелодической традиции, я буду в данном случае импровизировать. И мне эту мелодию нужно как бы просвистеть. Для изменения звуковысотности я делаю следующее. На первых порах вы можете вообще артикулировать гласные. Но гораздо интереснее и чище эффект получается, если менять объем всего вашего резонатора за счет движения глотки. Либо, если вы еще не умеете использовать голососвязочную вот эту систему для того, чтобы брать обертоны, мы используем язык. Как это работает? У нас есть язык, вот эта рука будет язык, вот эта рука это как будто верхнее небо. И язык движется вдоль верхнего неба, вот так вот вперед-назад, и кончик языка приближается и отдаляется от верхнего неба. Таким образом, моя ротовая полость, она меняется в объеме, и вот через эти разные воздушные каналы воздух проходит с разной силой, да, и вследствие чего меняется именно звуковысотность, да. Поток воздуха то больше, то меньше, объем резонатора то больше, то меньше. Как это звучит в сумме? И далее я импровизирую, я как бы ловлю вот этот поток и импровизирую с мелодией дальше. И вот уже нам представляются эти самые американские сельские ребята, какая-нибудь таверна или салун, сельский праздник, и уже где-то звучит банджо, и начинают плясать зрители и слушатели. А мы продолжаем импровизировать. Что ж, вот так в общих чертах звучит и работает прием Hilly-Billy Breath. Естественно, это лишь схема, лишь принцип. У этого приема существует масса дополнительных еще техник и нюансов, которые позволяют разнообразить ваш наигрыш. Здесь можно использовать дополнительные различные вибрато, смыкания, открытые, закрытые звуки и другие техники. Но в формате этого короткого урока я могу поделиться лишь вот этой базой, которую вы можете освоить самостоятельно, экспериментируя и регулярно совершенствуя эту технику. Если же вы хотите знать больше вариантов использования данного приема, то я рекомендую вам записаться ко мне на курс «Секреты варгана», где я описываю этот и другие приемы более подробно, объясняю, как их комбинировать между собой и как превращать это все в законченный наигрыш, то есть в музыку. Либо вы можете пойти ко мне в ученики на индивидуальные уроки, на наставничество, где я буду обучать вас, исходя
из вашего личного запроса и уровня подготовки. Все ссылки на обучение даны в описании к этому видео. Я желаю вам удачи в освоении этой и других варганных техник. Играйте на варгане, играйте хорошо, любите музыку. С вами был Варган 74, меня зовут Максим Тамонов. Палец вверх. Всем хили-били breath.